О самых заметных событиях вторника, 4 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах дня. Совет Федерации поддержал выделение средств на достройку онкодиспансера в Якутии. Айсен Николаев выступил на парламентских слушаниях в Верхней Палате парламента. Последствия военных действий не могут пройти незаметно. Военнослужащие после специальной военной операции на Украине могут бесплатно получить помощь. Расскажем, какую. Южная Якутия своих не бросает. В Алдане начал работу Центр помощи мобилизованным и их семьям. Помочь в реабилитации, как оказалось, способны и домашние животные, например, лошади и собаки. Расскажем, что такое ИПА и канистерапия. Увидеть все, что обычно скрыто от глаз зрителя. Третий год в Театре эстрады в начале октября проводят Дни открытых дверей. Объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для регионов Дальнего Востока на следующий год должны быть сохранены на уровне текущего года. Об этом заявил Айсен Николаев на парламентских слушаниях в Верхней Палате парламента. Инициативу главы республики поддержал министр финансов страны Антон Силуанов. Он отметил, что ключевыми приоритетами при формировании бюджета стали финансовое обеспечение социальных обязательств, технологическое развитие и расширение инфраструктуры, обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, межбюджетное регулирование и интеграция новых регионов. Сенаторы и руководители регионов рассмотрели проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Кроме того, Совет Федерации поддержал выделение 2 миллиардов рублей на достройку онкодиспансера в Якутии. Подробности в материале Максима Кардозу. В Совете Федерации прошли слушания по проекту главного финансового документа страны. Обсуждали сразу 3 года – 2023, 2024 и 2025. Уже сейчас понятно, будут выполнены все социальные обязательства государства. Более того, было предложено проиндексировать выплаты регионам на фактический уровень инфляции. И это тоже должно найти отражение в бюджете. В докладе Силуана Антона Германовича было отмечено, что все социальные расходы будут предусмотрены. Более того, он обратил внимание на поддержку некоторых отраслей промышленности именно в этот период адаптации к новым условиям экономики. Что касается связи региональных бюджетов, то на следующий год объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в целом он увеличивается даже выше, чем предполагалось до этого, на 8,5%. Так? Во время слушаний с предложениями выступил глава Якутии. Айсен Николаев поднял важную для всего Дальнего Востока тему. Это изменение методики по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченностью субъектов. Может привести к потерям всех дальневосточных субъектов на достаточно значимые суммы по Якутии, например, на сумму не менее 6-10 миллиардов рублей. И я выступил с предложением, что, исходя из непростой ситуации экономической, обусловленной внешними факторами, необходимо поддержать дальневосточные субъекты и в случае изменения методики прописать, что дотация на 2023 год не должна быть менее, чем дотация, выделяемая из федерального бюджета на дальневосточные субъекты уже в 2022 году. Это предложение Антон Германович Силуанов, министр финансов, в своем заключительном слове поддержал. Айсен Сергеевич предлагал о том, что ни в коем случае нельзя уменьшать дотации дальневосточникам. Так и сделаем. Также глава Якутии выступил за выделение средств на завершение строительства республиканского онкологического диспансера в Якутске. И председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение Айсена Николаева. Спасибо, Айсен Сергеевич. Но что касается достройки начатых объектов социальной инфраструктуры, это даже не обсуждается. Надо дофинансировать и обязательно ввести в кратчайшее время срок. Поэтому здесь мы обязательно поддержим. Напомним, предложение Айсена Николаева о финансировании строительства второй очереди республиканского онкологического диспансера в Якутске было предложено после его выступления на парламентских слушаниях в конце 2019 года. Общая сумма из федерального бюджета тогда составила почти 6 миллиардов рублей. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Также власти Якутии решили пересмотреть техническую документацию на строительство Ленского моста. Его стоимость выросла из-за скачка цен на стройматериалы.
После изменения проекта затраты должны составить не более 120 миллиардов рублей без НДС. Об этом сообщил Айсен Николаев. Глава региона уточнил, что после изменения проекта будет решаться вопрос о финансировании строительства. Мы всегда говорили и настаивали, что проект может быть реализован при поддержке из федерального бюджета не менее 50%, сказал глава республики. В марте Айсен Николаев сообщал, что власти Якутии ожидают роста стоимости строительства моста через Лену из-за удорожания стройматериалов. А Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал Палате одобрить законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов Федерации. Документы на рассмотрение Федерального собрания внес Владимир Путин. Предполагается, что со дня принятия 4 новых регионов в состав России до начала 2026 года будет действовать переходный период. Так, гражданам, проживающим в новых субъектах, гарантируется право на труд. Признаются ранее выданные документы об образовании, о стаже, праве на получение пенсии и медицинской помощи. А до июня следующего года в 4 регионах появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. Между тем, в ближайшее время в Донецкую Народную Республику отправится бригада якутских врачей для оказания медпомощи населению. Бригаду возглавит главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан. Об этом он сообщил в ходе благотворительного телемарафона «Все для победы» на наших каналах. К главе Якутии Айсену Николаеву обратился председатель правительства Донецкой Народной Республики с просьбой сформировать бригаду из медицинских работников. Были перечислены все специальности, которые сейчас востребованы. Благодаря поддержке Минздрава Якутии сегодня бригада уже сформирована. Откликнулись коллеги из разных больниц. В ближайшие дни отправимся в ДНР, сказал Иван Луцкан. Последствия военных действий не могут пройти незаметно. С июня текущего года военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, могут бесплатно получить помощь в Республиканском реабилитационном центре. Подробнее о методах лечения расскажет наш корреспондент Галина Чекурова. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя сегодня чувствуете, Марат? Нормально. Как спали? Хорошо. Как по сердцу? Ну, сердце не жалуется. Ага. Боли прошли, да, в сердце? Ага. Тахикардии не было? Нет. Хорошо. Марат Шишигин является одним из тех, кто ушел на службу по контракту в спецоперации на Украине. В феврале текущего года он решил отдать свой долг родине и прошел горячие точки в Донецке, Луганске и Мариуполе. Якутянин вернулся домой 1 июня и на данный момент проходит реабилитацию. Состояние, да, у меня улучшается, потому что, как бы сказать, это война, и мне психолог говорит, что я до сих пор там, но я уже начинаю приходить в себя. Ну, на беговой дорожке бегаю, ну, велотренажеры. Ну, в основном тут кардиотренировка. В день кормят по 6 раз. Завтрак, полдник, потом уже обед, после обеда еще что-то там, а потом уже ужин. Вместе с Маратом специализированную помощь получает и Николай Кураев. Он пошел добровольцем на спецоперацию в июне текущего года. С красной линии Николай вышел 6 августа. Центр нам рекомендовали, как мы сюда вышли. Сказали, в республике есть реабилитационный центр, который помогает те, которые вышли за красной лентой от зоны боевых специальных действий. Но когда я вот поступил, у меня вот головокружение было. После контузии мы не лечились там, у нас там полевых условиях во время войны не было такого. И вот сюда пришли, вот сейчас лечимся, нормально уже себя чувствуем. И персонал хороший, отношения хорошие, очень человеческие, и, как можно сказать, внимание очень чувствую, человеческое, вот это тепло врачей, вот это самое важное, главное, как говорится, для восстановления. Специалисты отмечают, что каждому бойцу методы лечения подбираются индивидуально. Так проводится осмотр мультидисциплинарной бригады. Это лечащий врач-реабилитолог, психологические тестирования, осмотр врача ОФК и врача-физиотерапевта. После чего составляется план индивидуальной реабилитации. Курс реабилитации составляет от 10 до 14 дней.
С ними работаем, получается, примерно с июня месяца, да, и каждый раз делаем оценку динамики после находившегося за этот период времени у нас, да, и всегда динамика очень хорошая. То есть пациент приходит, у них нарушение сна, они не могут нормально спать, расстройство, значит, у них, как я говорила, центральная нервная система, расстройство поведения, да, и в результате такого совокупного лечения, да, то есть различных методов лечения, они выписываются уже с положительной динамикой, то есть у них стабилизируется психоэмоциональный фон, да, нормализуется сон, нормализуется артериальное давление, уходит болевой синдром. Вот в таком ключе мы работаем. С июня текущего года реабилитацию прошли 11 бойцов. Пациенты тепло отзываются о работе специалистов. Теперь, по их словам, они могут вернуться к обычной повседневной жизни. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. В Алдании начал работу координационный центр помощи мобилизованным и их семьям. Специалисты центра ведут разъяснительную работу и координируют сбор продовольствия и вещей для отправки по месту назначения. Центр посетил Руслан Павлов. Коробки и пакеты с вещами и продуктами, которые приносит население, чтобы поддержать частично мобилизованных, не задерживаются в небольшом помещении Алданского координационного центра помощи. Все поступившее проходит сортировку и сразу отправляется по назначению. Логистика выстроена таким образом, что либо она направляется непосредственно в Якутск, в центр помощи, либо военкомат передается ребятам, которые, допустим, мобилизуются, уезжают там на следующий день, через день. Несут все по списку. Несут и сигареты, и продукты, и средства личной гигиены. Также у нас есть, да, в списках теплые вещи, конечно. Мы всегда за. В городах и поселках Алданского района открыто 5 подобных пунктов приема помощи мобилизованным. Их работа координируется Алданским центром, который сплотил вокруг себя политические и общественные организации, волонтеров и молодежь. Я представляю здесь свою организацию в координационном центре. И важно отметить, что наш координационный центр, он объединил в себе много организаций. Это и общественники, и политические партии. Здесь нет ни красных, ни белых. Здесь есть одна благая цель. И, как говорили наши деды и прадеды, за Родину, за победу. Помогают центру и психологи. Успокоить и стабилизировать состояние родных и близких, чьи мужчины попали под частичную мобилизацию, порой непросто. Страх, конечно же, у людей. И больше всего страх за своих близких и за то, что происходит. В основном по телефону у нас обращение проходит. Как говорят представители координационного центра, на днях будет организована круглосуточная горячая линия, где каждый сможет получить не только психологическую помощь и поддержку, но и исчерпывающую информацию по вопросам частичной мобилизации и связанных с ней льгот. Руслан Павлов, Александр Лукин, Сергей Шипачев, Алдан. Идем далее. Специалистов системы гражданской обороны поздравили в Якутии. Торжественное мероприятие провели в рамках 90-летия со дня основания системы в России. Сегодня взаимодействующие структуры системы не только участвуют при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и их предупреждении, но и обучают население республики, работают над оповещением. Как подчеркнули представители Главного управления МЧС по региону, сегодня задачи, поставленные перед системой гражданской обороны, приобретают государственную важность. У нас на территории республики серьезное значение, и в этом отношении проводит обучение населения учебный пункт гражданской обороны. В каждой организации должен быть уполномоченный по вопросам ведения гражданской обороны. В целом оцениваю общее состояние на хорошо, удовлетворительно. Мы всех обязательно поощрим, всех хотел принимать непосредственное участие и действительно профессионально ведет эти вопросы. Тем временем в регионе парашютисты-десантники готовятся к новому пожароопасному сезону. В плановом режиме проходит обучение составы в районах, ведут техосмотр техники, применяемой в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил руководитель авиалесоохраны региона Владимир Леонов. Подготовку к новому сезону специалисты начали сразу после окончания пожароопасного периода этого года. Так, в начале сентября 10 парашютистов Сунтарского отделения ведомства выполнили тренировочные прыжки самолета Ан-2. Также прошли тренировку на вертолете Ми-8 со спусковым устройством. А в Госкомцен Якутии объяснили, почему жильцы платят за отопление круглый год, когда, как и летом, данная услуга не предоставляется. Круглогодично счета выставляют и тем, у кого установлены счетчики отопления.
Как пояснили в ведомстве, годовой платеж за отопление разбивается пропорционально на все 12 месяцев, чтобы снизить финансовую нагрузку на владельцев квартир. Снять пошлины на ввоз овощей и фруктов предложили ритейлеры. Ассоциация компаний розничной торговли направила письмо в Минсельхоз с просьбой обнулить пошлины на ввоз некоторых овощей, фруктов, морепродуктов, орехов, кофе и других позиций. В то же время в министерстве уточнили, что вопросы таможенно-тарифного регулирования относятся к компетенции подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в Минэкономразвития России. Сейчас импорт товаров, которые Аккорд предложила освободить от платежей при ввозе в страну, облагаются пошлиной от 3 до 15%. Особое внимание уделяют и рождаемости в этом году. За 9 месяцев года матери в республике родились более 8,5 тысяч детей. Среди них 4415 мальчиков и 4136 девочек. По данным регионального управления ЗАГС, в сентябре фиксировали рождение почти 550 девочек и 545 мальчиков. Чаще всего мальчиков называют Лев, Марк, Максим, Дмитрий, Александр, Тимофей и Илья. Среди девочек лидируют имена София, Виктория, Ева, Милана, Алиса, Диана и Мия. Эпидобстановка в Нерюнгринском районе стабильная. По коронавирусу в течение нескольких недель массовой заболеваемости нет. Фиксируют до 30-35 случаев в неделю. Тем не менее, чтобы поддерживать необходимую иммунную прослойку среди населения, врачи настоятельно рекомендуют продолжать вакцинацию и ревакцинацию. Наблюдают небольшой рост по ОРВИ, что связано с понижением температуры воздуха. В основном болеют дети школьного возраста, заболеваемость выше эпидпорогов на 80-90%, в связи с чем в школах вводят дополнительные требования. Всех родителей я призываю серьезно подойти к вопросу специфической профилактики гриппозных инфекций и, соответственно, обеспечить защиту своих детей от этих заболеваний, поскольку осложнения, которые могут возникать после перенесенного гриппа, они зачастую могут влечь за собой в том числе и инвалидизацию, и летальные исходы. В целом осенью теплых дней становится меньше, а их продолжительность короче. В это время многие начинают испытывать апатию, упадок сил, тревожность и проблемы со сном. Как отмечают психологи, осенняя хандра – это обычная реакция организма на смену сезона. К факторам появления осенней хандры относятся недостаток солнечного света, простудные заболевания, конец летних отпусков и начало нового рабочего и учебного года. Поэтому 2-3 недели в таком состоянии пробыть – это нормально. В это время нужно просто хорошо питаться, наблюдать за собой, да, общаться с близкими и, конечно же, снизить активность для того, чтобы дать сигнал мозгу, что все нормально, все в порядке, я сильно там не трачу ничего. Да? И таким образом, если в течение 2-3 недель, если это не проходит, состояние становится, может быть, хуже и так дальше, то, конечно, можно обратиться к специалисту. В жизни человека с хроническим заболеванием или инвалидностью домашние животные могут играть несколько ролей. Главным образом поднимать настроение или защищать от возможного вреда. Более того, собаки или лошади способны предоставлять реальную терапию. В Якутске есть несколько направлений. Это ипо- и канистерапия. С четвероногими врачами познакомилась моя коллега Валерия Наумова. Еще в древности люди заметили, что лошадь – это очень доброе, чуткое и отзывчивое животное. В общении с лошадьми человек успокаивается. Но в современной медицине общение с лошадьми вылилось в такое направление, как ипотерапия. Конный спорт для людей с инвалидностью – это мощное средство социальной реабилитации и неиссякаемый источник радости, гордости и удовлетворения своими достижениями. Данная практика широко известна в Якутске. Занятия проводятся на базе агротехнологического университета. На них ребята не только укрепляют здоровье, но и проходят психологическую реабилитацию. Ипотерапия у нас, получается, в первую очередь всегда происходит у нас техника безопасности, это у нас теоретическая часть. После теоретической части у нас идет практические занятия с ипотерапевтом. Занятия проходят под контролем ипотерапевтов. Также при обязательном условии ипотерапии у нас является страховка. Без страховки никто вас не посадит за лошадь. Ипотерапия показана, в принципе, каждому человеку можно воздействовать, потому что когда человек даже просто сидит на лошади, у него работают буквально все мышцы человека.
Стоит отметить, что не каждая лошадь может стать терапевтом. В самом начале нужно понаблюдать за ее поведением, а уже потом допускать к детям. Но есть еще критерии, на которые обращают внимание. Терапевтом лошади может стать небольшого низкого роста, спокойные, добросовестные лошади, которые очень любят и хорошо относятся к детишкам. Но не только лошади могут оказывать такое положительное влияние на человека. Еще один интересный метод помощи детям – это канистерапия. Тут уже задействованы собаки. Данный метод реабилитации способствует улучшению состояния детей с особенностями развития. Собаки-терапевты – уникальное средство реабилитации детей. Использование таких врачей направлено на решение проблем интеграции и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. Например, вот слабовидящие дети, которые плохо видят, это контакты с собакой, поглаживание. То есть собака идет на контакт с любым ребенком и понимает, спокойно относится к ребенку, понимает то, что хочет ребенок. Слабослышащие дети, у них проблемы с речью, проговаривание команд, которые вот канистерапевт выполняет, команды любого ребенка. Не обязательно хозяина. Вот проговаривание команд как раз и влияет на улучшение речи ребенка. Особенно дети, которые боятся собак, вот приходит спокойствие, они находят в собаке друга. Например, Даниил в самом начале работы с канистерапевтом плохо проговаривал слова, был достаточно замкнутым ребенком. Спустя недолгое время результаты не заставили себя ждать. Конечно, благодаря ему он стал проговаривать лучше слова, потому что собака не выполняет команду, если она не понимает, что говорит ребенок. У него появился какой-то азарт, он стал участвовать в конкурсах, где вот как раз с собакой. Ему нравится то, что он делает то, что не делает никто. Мне нравится заниматься собакой. Очень мне нравятся собаки, мисы, рисовать это мисы. Да, это мой друг Миса. Собака. Как заверяют специалисты, ипотерапия и канистерапия влияют на детей только с положительной стороны. Отмечается улучшение психологического и физического здоровья. Они не носят белых халатов, на них нет белых шапочек. Их также не называют по имени и отчеству. Но это не отменяет того, что они помогают лечить детей и проводить реабилитацию. Валерия Наумова, Георгий Григорьев, Якутск. Якутский фильм попал в национальный конкурс фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. В число 15 документальных работ национального конкурса вошел фильм Максима Евгения Арбугаевых «Выход». Отмечается, что конкурсанты были отобраны из почти 500 заявок. Фильм «Выход» рассказывает историю биолога Максима Чакелева, который проводит месяцы в полуразрушенной хижине где-то у холодного Чукотского моря. Он прогуливается по берегу, сканируя горизонт в ожидании природного катаклизма, масштаб которого сложно представить тем, кто никогда не бывал в Арктике. Вот уже третий год в Государственном театре эстрады в начале октября проводят Дни открытых дверей. В этот день зрителям предоставляется уникальная возможность проникнуть за кулисы театра, посмотреть на то, что обычно скрыто от зрительских глаз. В этом году День открытых дверей посетил и мой коллега Александр Хавренко. Фойе, гардероб, зрительный зал и сцена. Вот что обычно видят зрители при посещении театра. Большая часть театральной закулисной жизни остается скрытой от их глаз. Но раз в год в Государственном театре эстрады проводят День открытых дверей, где каждый желающий может увидеть гримерки артистов, швейный цех, цех декораций, одним словом погрузиться в закулисье. Для каждого зрителя интересно, что происходит за кулисами во время концертов. Интересно заглянуть в мастерские, как делают реквизиты, как шьются костюмы. Мы подумали, что это неплохо бы зрителей приобщить к театру еще больше. И, конечно, такое мероприятие, оно очень важно не только для взрослого человека, но и для студентов, как выбор пути своего, да? Посмотреть на костюмы из любимых спектаклей, заглянуть в гримерку к любимому артисту. Каждый из зрителей, кто прошел по театру экскурсией, получил для себя массу впечатлений и положительных эмоций. В театре очень бережно относятся к истории, и поэтому, переехав в новое здание, среди всего прочего, организовали тут небольшой, но очень содержательный музей. Профессиональная якутская эстрада, вообще-то она началась в 50-х годах прошлого века.
И первые имена — это, конечно, вот Екатерина Захарова, Марина Попова, Ольга Иванова, Христофор Максимов. И 1968 года это уже профессиональную эстраду начал Юрий Егорович Платонов вместе с Натальей Трапезниковой. Потом эстрада 72 Марфа Колесова и вот эти вот наши знаменитые артисты. Но основателем якутской эстрады, да, является как бы Василий Афанасьевич Босиков. Среди зрителей, пришедших на экскурсию, было очень много молодежи, в основном студенты творческих вузов. Некоторые из них через несколько лет, возможно, так же, как Александр Бурнашов, как Сахая и Наталья Трапезникова, станут участниками труппы театра эстрады. Молодые люди, они, конечно, некоторых людей наших прошлого не знают. Ну, и поэтому они спрашивали, это чей портрет, это кто. Ну, там кое-что я рассказывал. Но молодежи интересно. Все-таки это история. Историю должны знать. Ну, я думаю, что всегда и молодым, и старшим надо свою историю знать очень хорошо. Организаторы отмечают, что в этом году на День открытых дверей пришло как никогда много зрителей. И, возможно, в будущем такие дни в Театре эстрады будут проводиться чаще. И, может быть, коллеги из других театров возьмут этот опыт себе на вооружение и покажут зрителям свое закулисье. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь с нами.